Вся жизнь в бане. Казалось бы, что в ней делать, кроме как попариться да помыться? В древности же чуваши в мыльне устраивали посиделки, вышивали, плели лапти, играли на музыкальных инструментах. В бане появлялись на свет дети, в ней же омывали человека, провожая в последний путь. В Чувашском национальном музее работает выставочный проект «Мунча», который раскрывает традиции и сакральный смысл именно чувашской бани. Почему в нее лучше не ходить после полуночи и не петь там песни? И в каких случаях в баню вместе с полотенцем лучше захватить еще и хомут для лошадей, знает Евгения Зиновьева. За этой дверью творятся сакральные вещи. Рядом с ароматами от веников и целебных трав витают постоянные нашептывания. Бабка-повитуха принимает на свет нового человека. В древности чуваши практиковали роды в бане по-черному. Считалось, что дым, скапливающийся в помещении, обладает антисептическими свойствами. Ребенок рос, а родственники все пытались уберечь его от всяческих болезней, которые насылал дух обители бани Ие. И если все-таки хворь малыша настигала, то его проводили через вот такой вот лошадиный хомут. Болезнь тут же отступала. Банный дух Ие представляли чуваши, представляли его в форме домашних животных, в форме свиньи или кошки. Считали, что Ие принимает баню после полуночи, поэтому среди чуваши ни в коем случае нельзя было посещать баню в такое позднее время. К тому же также говорили, что Мунча Ие не любит, когда песни в бане поются, поэтому во время таких вот процедур ни в коем случае чуваши не пели. А это мы уже подглядываем за другим обрядом. За день до свадьбы топили девичью баню. Пускали в нее исключительно незамужних девушек, близких подруг невесты. Они старались упарить виновницу торжества, чтобы выведать у нее имя жениха. Чем дольше молчала невеста, тем больше рос ее авторитет среди подруг. Сейчас, конечно, от этого обряда не осталось и следа. Сегодня девушки чаще собираются в баню, чтобы посекретничать. Организаторы выставки, конечно, постарались сделать ее максимально интерактивной. Даже мастер-класс по изготовлению лыковой мочалки организовали. Художник и дизайнер Олег Улангин в жизни, конечно, мочалки не вяжет. Но чтобы посетители выставки, что называется, с головой ушли в мистический мир чувашской бани, взялся за работу. Тем более, что мочало ведь не какое-нибудь бутафорское, а самое, что ни на есть настоящее, липовое. Нигде мы не могли найти. То есть мочало практически уже никто не готовит, заготовки для мочалки. Вот. Смотрели в интернете тоже не оказалось. Вот. И совершенно случайно наш сотрудник у одной из бабушек нашел как раз вот эти заготовки. Так что вот бабушка нас спасла. Все экспонаты на выставке подлинные. Часть подняли из фондов Чувашского национального музея, какие-то привезли из районных музеев краеведения. Вообще выставка «Мунча» – это только часть огромного проекта, который авторы задумали реализовать в ближайшие 3 года. Организаторы уверены, культура чувашей настолько богата, что о ней надо рассказывать много и масштабно. Чего, к примеру, стоит обрядовый праздник и мифология. Именно им будут посвящены следующие экспозиции. А пока можно сходить в баню. Выставка в Чувашском нацмузее будет работать весь сентябрь. Билеты доступны и по Пушкинской карте. Евгения Зиновьева, Алиса Александрова, Михаил Солин. Вести Чувашия.